Уважаемые друзья, добрый день. Очень рад приветствовать участников 5-го Всемирного конгресса соотечественников в Москве, родной и близкой для всех вас, для всех нас, в столице России. Накануне мы отмечали праздник, День народного единства, День памяти о героических страницах истории, о подвиге наших предков во имя свободы и благополучия нашей Родины. И, конечно, этот праздник символизирует единение многонационального народа России и наших соотечественников, проживающих за рубежом. В состав делегатов форума здесь собрались представители почти 100 государств, 97 стран. Наглядно показывает, насколько огромно и разнообразно российское зарубежье. Мы искренне благодарны вам, дорогие друзья, всем вам за то, что вы храните глубокую внутреннюю связь со своей исторической родиной, за то, что гордитесь Россией, дорожите ее культурой и духовными традициями, ощущаете сопричастность к ее судьбе и к ее сегодняшним заботам. Мы чувствовали вашу солидарность и в период воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это историческое событие и, конечно, решительная поддержка наших соотечественников, которые твердо выразили свою волю быть с Россией, поддержать Россию, помогала сплотить нам все российское общество. И, конечно, стало важным фактором консолидации российского зарубежья и всего русского мира. Высоко ценим ваш вклад в сохранение и развитие русского языка, в отстаивании общих для нас культурных ценностей. Мы видим, что все более значимую роль в расширении гуманитарных связей соотечественников с Россией играет Русская Православная Церковь и другие наши традиционные конфессии. Российское зарубежье всегда объединяло людей самых разных национальностей и вероисповеданий. И очень важно, что сегодня мы вместе решаем общие задачи, стоящие перед нашей страной. Хочу сказать большое спасибо нашим соотечественникам, которые в этом году помогали в подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, победы над нацизмом. Всем, кто чествовал проживающих за рубежом ветеранов, участвовал в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», кто боролся с попытками извратить прошлое, принизить решающую роль народов Советского Союза в разгроме нацизма. Всем вам большое спасибо и низкий поклон. Уважаемые друзья, всесторонняя поддержка соотечественников была и остается для нас одним из приоритетов, полем для совместных усилий государства и общественных организаций. Будем делать все, чтобы эта работа была более эффективной и менее забюрократичной, чтобы свои пожелания, предложения и инициативы мог вносить каждый наш соотечественник. А реакция на проблемы и вопросы, которые вы ставите, была как можно более быстрой, как можно более результативной, человеческой, чтобы была эта реакция. Именно таким подходом руководствуется в своей деятельности и правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом, Министерство иностранных дел, Россотрудничество, другие наши ведомства. На дальнейшее укрепление работы с соотечественниками направлена и соответствующая программа на 2015-2017 годы. Одним из ее важнейших мероприятий стал проект «Здравствуй, Россия». В его рамках проводят образовательные поездки по историческим местам России для победителей конкурсов по истории и культуре нашей страны. В текущем году такой возможностью воспользовались уже порядка 1000 человек из 47 стран мира. Кроме того, в соответствии с программой в Сочи были проведены первые Всемирные игры юных соотечественников в апреле, приуроченные к 70-летию Великой Победы. В них приняли участие около 600 детей из 33 стран. Интересные и полезные проекты реализуют российские регионы. Они привлекают к сотрудничеству предпринимателей, представителей науки, культуры, молодежь.
Так успехом пользуется ежегодно организуемый мэрией Санкт-Петербурга форум молодых соотечественников. Правительство Татарстана провело в Казани уже 6 всемирных форумов татарской молодежи. Рассчитываем, что большую активность на этом направлении будут проявлять и наши приграничные регионы. Особое внимание намерены уделять сохранению и развитию русского языка, я уже об этом упоминал. На протяжении столетий он был языком межнационального общения для многих народов Евразийского континента. Помогал им открывать для себя сокровища мировой культуры, знакомиться с передовыми достижениями науки, техники. Нам не может быть безразлично, нас не может не беспокоить то, что в ряде стран, преследуя политические цели, целенаправленно разрушается система образования на русском языке. Под надуманными предлогами затрудняют работу русских театров, библиотек, культурных центров. На прошлом форуме много говорилось о необходимости развития за рубежом образования на русском языке. И уже подготовлена концепция «Русская школа за рубежом». Цель таких школ – продвигать отечественные методики преподавания, воспитания, развивающего обучения, содействовать изучению русского языка и предметов, которые имеют отношение к нашей стране, отношение к России. Например, история, география нашей страны, развитие ее культуры и искусства. Очевидно, что нужно эффективнее использовать для организации курсов и кружков изучения русского языка возможности учреждений дополнительного образования, в том числе воскресных школ Русской Православной Церкви, образовательных и просветительских центров других наших традиционных конфессий. Мы также намерены расширять сеть российских культурных и научных центров, активнее привлекать работающих за рубежом отечественных предпринимателей, бизнес к организации и обустройству российских школ и культурных центров, к созданию коммуникационных площадок для прямого общения людей за границей. Планируем развивать систему грантов на поддержку культурно-образовательных проектов по линии фонда «Русский мир», а также в рамках принятой в 2015 году новой федеральной программы «Русский язык», на которую выделяется свыше 6,5 миллиардов рублей. Будем и дальше поддерживать стремление российского зарубежья к расширению общего информационного пространства. Сегодня русскоязычные средства массовой информации представлены более чем в 80 государствах. Сохраняя независимую, непредвзятую позицию, порой высказывая разные точки зрения, абсолютно большинство из них стремится давать объективную, честную информацию. Информацию о современной России, ее истории, о ее достижениях, а также о важнейших внешнеполитических событиях. Все это, конечно, служит укреплению международного авторитета и влияния нашей страны, помогает разрушать стереотипы и предубеждения прошлых лет, противопоставлять разного рода пропагандистским кампаниям и клише правду о нашей стране. Будем и дальше помогать русскоязычным средствам массовой информации, в том числе используя возможности учрежденного осенью прошлого года Фонда сотрудничества с зарубежной русскоязычной прессой. Считаем крайне важным создание благоприятных условий для учебы наших молодых соотечественников в российских вузах. В 2015 году квота приема для них достигла 15 тысяч человек. И, конечно, будем и дальше содействовать укреплению филиалов наших учебных заведений в других странах, прежде всего, конечно, на пространствах СНГ. Там уже работает достаточно большое количество наших филиалов, наших вузов. Будем продолжать эту работу. Принципиальная задача – надежная защита соотечественников от любых форм дискриминации, обеспечение их законных прав и свобод. В том числе речь идет о таких ключевых правах, как возможность изучения родного языка, сохранение культурных и духовных традиций. Серьезным подспорьем в этой работе является фонд поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. С 2012 года он реализовал около 300 проектов в 42 странах мира. Ощутимую помощь получили порядка 40 тысяч человек. Люди, по разным причинам оказавшиеся вне России, должны быть твердо уверены: мы всегда будем защищать ваши интересы. Тем более в сложных кризисных ситуациях, таких, например, как в Ливии, Сирии или Йемене. И, конечно, продолжим реализацию государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также соответствующих региональных программ, которые действуют уже в 59 субъектах Российской Федерации. Отмечу, что только в рамках реализации госпрограммы в Россию переселились свыше 367 тысяч человек, из них почти 130 тысяч из Украины. Хорошо понимаем, что помощь для тех, кто хотел бы вернуться на родину, нуждается в постоянном совершенствовании. Здесь еще очень-очень много проблем. Я прекрасно знаю практику этой работы. Там еще очень многое нужно сделать. Здесь очень важна обратная связь, ваши оценки этих проблем. Предложения, как сделать программы трудоустройства, профессиональной подготовки, обеспечения жильем, помощи в открытии собственного дела, как сделать все это более в гибком режиме, соответствующем реалиям жизни, нацеленным на запросы конкретных людей и семей. Мы планируем также шире использовать современные гуманитарные технологии. Одна из них – это создание единого доступного информационного ресурса, где можно получить консультативную помощь, причем по самому широкому кругу вопросов и проблем. Уважаемые друзья, хотел бы отметить еще одну важную, значимую тему, которая напрямую затрагивает вопросы восстановления единства российской истории, гражданского примирения и преодоления тех драматических расколов, которые достались нам еще из прошлых времен. Речь идет о работе по возвращению в Россию наследия наших выдающихся соотечественников. В силу обстоятельств они были вынуждены покинуть Россию, но продолжали служить своему Отечеству. А многие видели в этом и свою миссию. Мы это очень высоко ценим. В ближайшее время в Москве начнется строительство первого в России музея русского зарубежья. Он станет частью Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. И по своей коллекции, и по техническому оснащению должен войти в число лучших музеев России. Замечу, что за 20 лет своей работы Дом русского зарубежья получил в дар почти 250 000 музейных предметов, архивных документов, книг. Среди них картины знаменитых выдающихся художников, собрание автографов и других документов наших известных писателей, политиков, общественных деятелей, мыслителей. Значительные коллекции книг и периодики, собранные в Доме, убедительно свидетельствуют, что, несмотря на тяжелые, порой драматичные обстоятельства, наши люди на чужбине делали все, чтобы их потомки никогда не забывали, откуда они родом. Хочу подчеркнуть, все переданные реликвии находятся на государственном хранении. И это бесценное интеллектуальное и культурное наследие российского зарубежья, как этого и хотели его авторы и создатели, будет служить России, нашим людям, будущим поколениям нашей страны. Дорогие друзья, нам вместе предстоит еще многое сделать для укрепления деловых и культурных связей соотечественников с Россией. И мы обязательно будем добиваться и добьемся поставленных целей. Но главное, мы остаемся по-настоящему близкими друг к другу людьми. Уверен, где бы вы ни находились, историческая Родина всегда будет для вас надежной опорой. Искренней любовью, которая вдохновляет человека на всю его жизнь. Я хочу вас поблагодарить за вашу работу, за ваше внимание к проблемам сегодняшней России и пожелать вам всего самого доброго. Спасибо большое. Дорогие друзья, еще раз в качестве председателя правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом хочу приветствовать всех наших друзей, которые приехали из 97 стран мира и представляют многонациональный, многомиллионный русский мир. Всех вас, где бы вы ни жили, ни трудились, объединяет любовь к русскому языку, к нашей культуре, к нашим традициям, чувство ответственности за судьбу отчизны. Мы высоко ценим такой настрой, который присущ абсолютному большинству соотечественников. При этом, разумеется, понимаем, что лучшее признание ваших усилий в укреплении нашей Родины, великой России, о которой мечтали и которую создавали своим трудом на протяжении столетий многие поколения наших предшественников. Нынешний год проходит под знаком 70-летия победы в Великой Отечественной войне.
Мы глубоко признательны всем вам за бережное отношение к исторической памяти, за активное участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», за противодействие попыткам фальсифицировать историю Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, уравнять жертвы палачей, возвести в ранг героев нацистов и приспешников. Россия проводит независимый, самостоятельный внешнеполитический курс, отстаивает приоритет международного права, необходимость уважения центральной роли Организации Объединенных Наций. При этом, как неоднократно подчеркивал президент Путин, несмотря ни на какие действия наших коллег, мы никогда не пойдем по пути самоизоляции, по пути поиска врагов. Будем всегда готовы к сотрудничеству со всеми, кто отвечает нам взаимностью и кто на деле выстраивает отношения на равноправной, взаимоуважительной основе. И я убежден, что наши соотечественники, которые хорошо знают обстановку в тех странах, где вы живете, могут и вполне эффективно этому способствовать. За то время способствовать нашему сотрудничеству с государствами, в которых вы живете. За время после предыдущего Конгресса совместными усилиями мы добились значительных результатов. Выполнена программа работы, которую мы принимали на 2013-2014 годы. Принята новая программа на трехлетний период, которая призвана обеспечить поступательное углубление взаимодействия с русским миром. И это направление остается в числе ключевых внешнеполитических приоритетов нашей страны. Доказал свою эффективность и пользуется высокой оценкой с вашей стороны созданный 3 года назад фонд поддержки и защиты прав соотечественников, который оказывает экспертную юридическую помощь многим представителям диаспоры, прежде всего в Прибалтике. Проведено более 200 страновых, 30 региональных конференций. Сформирован Межведомственный совет по делам молодежи при правительственной комиссии. Подписан протокол о взаимодействии между Общественной палатой России и Всемирным координационным советом соотечественников. Углубляются связи между диаспорой и российскими регионами. Россия – это многонациональная страна, и по линии правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом постоянное внимание уделяется поддержке традиций не только русского народа, но и татар, евреев, других российских народов. В частности, во взаимодействии со Всемирным конгрессом татар, который объединяет представителей многомиллионной татарской общины России и зарубежных стран, планируется проведение общеевропейского сабантуя в Великобритании. При поддержке правительственной комиссии учрежден Европейский альянс татар, второе заседание которого прошло в Париже в прошлом месяце. А в будущем году в Казани состоится 7-й уже Всемирный форум татарской молодежи, которому намерен оказать организационную и иную помощь. Большое значение придаем информационной составляющей в сотрудничестве с диаспорой. Помимо журнала «Русский век» выпускаются 3 региональных журнала для соотечественников. В более чем 70 государствах организациям соотечественников оказывается содействие в подписке на российские периодические издания. В октябре прошлого года учрежден фонд сотрудничества с русскоязычной и зарубежной прессой, который помогает продвижению объективной информации о России и о россиянах. Потенциал для работы солидный. В 70 государствах действует свыше 3000 СМИ на русском языке. Большое внимание уделяем и работе с молодым поколением, проведению спортивных мероприятий, которые пользуются большой популярностью среди соотечественников. Дорогие друзья, убежден, что наши соотечественники обладают поистине неисчерпаемым потенциалом. Мы видим и ценим ваше желание быть полезными исторической родине, способствовать ее поступательному развитию, укреплению доверия и сотрудничества в международных делах. Такой интересный разговор, который касается каждого нашей сегодняшней жизни и особенно будущего, я думаю, равнодушным никого оставить не может. И соотечественников, которые приехали на свою прародину, и тех, кто живет здесь и делает эту великую победу, работу, то согласие, которое обеспечивает успешность деятельности и федеральных, и региональных структур и жизни наших людей. Я присоединяюсь к поздравлениям, которые прозвучали здесь по случаю вчерашнего праздника. Ваше Святейшество, я хочу вам доложить, что вчера, наряду со светскими мероприятиями в Казани,
прошел очень большой крестный ход с выносом иконы Казанской Божией Матери. Более 1500 верующих православных очень дружно, очень мирно отметили день этой святой иконы. И при полном согласии всех жителей нашей республики, несмотря на религиозную, национальную принадлежность, я вспоминаю слова вашего предшественника, его святейшества Алексия II, который, когда привез и устанавливал эту икону в Казани, сказал такие слова: «С этой иконой в Казань и в Россию возвращается мир и спокойствие. За этим будет созидание». Так оно и происходит. Я несколько слов хочу сказать о нашей работе. Мне кажется, Татарстан – такая уникальная республика, Сергей Викторович, с некоторыми дополнительными обязанностями по оказанию помощи, содействию своим соплеменникам, своим соотечественникам, которых дисперсно разбросал по миру. Это 20-й, 21 век. У нас из 7,5 миллионов татар только 2 миллиона проживают в Татарстане. Остальные на всех 6 континентах мира проживают. И все они на свою прародину смотрят и говорят: помогите чем-то, поддержите нас чем-то. Мы тоже хотим сохранить и свой язык, свои обычаи, свои традиции. Дайте нам методичку, дайте нам книги, дайте нам другую информацию. Это естественное бремя нам приходится нести. И спасибо и Министерству иностранных дел, и Россотрудничество, и другие ведомства Российского федерального правительства в этом нас поддерживают. Россия многонациональная. Ну, кто-то русским родился, кто-то не русским родился, но все мы россияне. И это понятие, это понимание у нас у всех есть. Мы, если сегодня дома говорим как-то на татарском, то лучше говорим на русском языке и общаемся со всеми без всяких проблем. Вот это великая дружба, великое согласие, которое мы сохраняем, поддерживаем, и наши соотечественники за рубежом к этому весьма положительно относятся. Я хочу поблагодарить, знаете, за то, что на предыдущем конгрессе в Петербурге мне тоже дали слово. Я там выступал и внес одно предложение. Наши соотечественники старшего поколения, как ваше святейшество вы сказали, первой волны эмиграции, второй волны эмиграции, люди старшего возраста все равно воспитаны на духе своей Родины, России великой. А вот молодое поколение, которое на первом, втором поколении, родившееся там, меньше, может быть, знают российскую жизнь. И я внес предложение: давайте в Казани проведем форум по линии Конгресса. И такой форум состоялся в 2014 году. Много наших соотечественников приехало, и мы увидели, как они были рады познакомиться с регионами России, глубинкой России. Ну, хотя мы себя не считаем глубинкой, в европейской части России находимся, тем не менее было интересно. Я считаю, что культурные диалоги, диалоги музеев, диалоги туризма способствуют тому, чтобы наши соотечественники не теряли свою связь с Россией, с ее регионами. И мне бы хотелось еще одно предложение в этом году внести. Молодые люди уже сегодня в нанотехнологиях, в IT-технологиях, в социальных сетях, в скайпе, там, я не знаю, по всем возможным каналам интернета ВКонтакте находятся. Вы должны знать, дорогие, наши соотечественники, участники, делегаты Конгресса, что при поддержке Федерального центра лично Владимира Владимировича Путина с участием Дмитрия Анатольевича Медведева под Казанью заложен новый город – Иннополис. Это город, на котором в ближайшее время будет жить 50 тысяч молодых людей, креативных молодых людей. И многие наши выпускники вузов России, Татарстана, учащиеся, направленные из Казани в европейские университеты, возвращаются туда и будут заниматься вот этими новейшими технологиями. Молодежь тянется к этому. И я бы внес предложение опять
где-то в ближайшее время провести такую конференцию молодых наших соотечественников, занимающихся вот этими технологиями, нанотехнологиями, IT-технологиями, айтишниками, как мы их зовем, а их много, для того, чтобы и другие регионы России, и в целом страна подвинулась в этом деле, а мы укрепим свою связь через это. Знаете, вот кто бы как бы ни относился, я не могу не сказать и не подтвердить слова Любови Николаевны Глебовой о том, что в вузах вот эти летние обучения, которые проходят в вузах Татарстана, в частности, в Москве, безусловно, они создают новый долгоиграющий контакт, дорогостоящий контакт молодых людей, которые проходят обучение в регионах России, в вузах Татарстана, в летних лагерях. И это большая задача, которая требует и финансирования. Мы получаем определенную поддержку, небольшую, но понимаем, что это крайне нужная работа, которую дальше собираемся продолжать. Вот Сабантуй. Сабантуй, и есть Сабантуй. Это национальный праздник, казалось бы, татар, башкир, но он стал многонациональным Сабантуем. Вот скажу вам, в 2015 году Сабантуй с размахом прошел в 58 субъектах Российской Федерации и в 28 странах ближнего и дальнего зарубежья. Кого не спроси, я не знаю, может, людей старшего только поколения не знают, а так в Париже или, значит, в Амстердаме или где Сабантуй идет при поддержке национальных правительств этих стран. И он уже становится местом общения всех, не только наших соотечественников, но и тех жителей, которые живут на этой территории, в этом городе. Лучшего общения, лучшего контакта, лучшего донесения жизни в России для тех, кто уехал когда-то, наверное, трудно найти. Есть одна тема, Сергей Викторович, которую я не знаю, здесь ли поднимать или нет. Мы с соотечественниками, которые живут за пределами Российской Федерации, в последние годы серьезно нарастили объем работ. Работа многовекторная, многих министерств и ведомств. Я думаю, что надо поднимать вопрос о том, чтобы эта работа еще была поддержана регионами Российской Федерации, территориями, субъектами Российской Федерации. Этому должна способствовать наша комиссия, которая создана при Совете законодателей с участием профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации. Особенно это важно для приграничных территорий Российской Федерации, которые имеют обширные границы, и где проживают люди буквально через реку, там, через границу и так далее, и так далее. Мы собираемся этой работой серьезно заняться, я ее возглавляю. Мы сейчас собираем предложения по плану работы на 2016 год, и вот в увязке с работой Конгресса эта работа, мне кажется, тоже даст свои результаты.